Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Сегодня День российской печати. С какими успехами и достижениями встречают праздник работники средств массовой информации и отрасли в целом, мы поговорим с нашим гостем в нашей студии Георгий Андреев, заместитель министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха-Якутия. Георгий Петрович, здравствуйте. Мы с праздником вас в первую очередь. В этот день мы традиционно отмечаем основные достижения в области СМИ и печати за прошедший год. Какие события в отрасли вы бы выделили? Да. Всех приветствую. Ну, вот вы правильно сказали, да, есть двойственное понимание этого праздника. Этому празднику больше уже 300 лет, да. Он начался с того, что как Петр I запустил первую российскую газету в 1703 году. Уже в этом году 320 лет мы уже празднуем, да. Российские ведомости. Прогресс все время шел, да, потом появилось радио, появилось телевидение. Сейчас мы активно используем интернет со всеми его плюсами, да, ну и, может быть, даже минусами. Поэтому это праздник для всех сотрудников средств массовой информации и людей, как-то вот с этим связанных. Действительно, у нас очень большое сообщество людей, кто этим занимается, да. В него сейчас даже примкнули люди, которые занимаются работой в мессенджерах. Профессионально этим занимаются, зарабатывают деньги, да. Ну, отчасти я надеюсь, что тоже как бы добро приносит, да, потому что у нас такая республика, которая очень любит мессенджеры, да. Я название не буду говорить. Да, ну, активно сейчас также начинаем использовать Telegram. Вот если вспоминать успехи прошлого года, да, ну, конечно, это специальная военная операция, да. Потом у нас моментами очень была серьезная ситуация с ковидом, да, с различными его штаммами. Я хочу сказать, что наряду с врачами очень плотно работали и журналисты, даже в самое трудное время в красные зоны заходили и наши журналисты, да. Поэтому вообще во всех процессах, общественных процессах, наши журналисты и люди, кто работает с информацией, они всегда вот на острие атаки, да. Прошлый год у нас был тоже, это значит, спартакиада у нас была в Усть-Алданском улусе, год матери, да. Вот во всех мероприятиях. Вы бы об этих мероприятиях бы не узнали, если бы журналисты не работали. Журналисты не работали, действительно. Ну вот с начала специальной военной операции сотрудники средств массовой информации действительно активно освещают, информируют население. Вот в ноябре прошлого года журналисты НВК, вот наши коллеги и холдинга Сахамедиа прошли обучение на курсах военных корреспондентов и побывали именно в зоне спецоперации. В чем суть такого обучения? Ну, у нас достаточное количество людей обучилось, да, вот как вы сказали, 12 человек, я даже прямо скажу. Ну, на событиях такого рода, да, есть своя этика поведения. Вообще у якутской военной журналистики очень большие исторические корни. Я даже так скажу, у нас даже есть два места, где указаны имена вот этих наших военных журналистов. Вот здесь сбоку от НВК есть вот даже памятник Солей, да, и на здании Дома печати сбоку есть полный перечень, там больше 100 имен военных журналистов, кто участвовал во Второй мировой войне, да, Великой Отечественной. И сейчас мы тоже эту традицию возрождаем. Хотя военные журналисты у нас тоже во всех конфликтах участвовали, ну, предыдущих лет. На этих курсах самое главное, их обучают, как можно качественно работать в безопасных условиях. Я бы так вот коротко сказал. Потому что, ну, идет огонь, да, опять же, и участники бывают в различных стрессовых ситуациях, да, вот, все-таки есть какие-то, ну, как сказать, как скрипты, да, вот кому можно подходить, какие вопросы можно задавать. Опять же, сейчас еще есть и уже юридическая база, да, о какую информацию можно выпускать в эфир, какую нет, да, потому что ее можно использовать как во благо, так и в отрицательном смысле, да, во вред уже нашим участникам и вообще ситуации. Ну, вообще, какие меры поддержки реализуются для дальнейшего развития якутских СМИ?
У нас есть отдельная госпрограмма развития информационного общества в Республике Саха-Якутия. Вот вы сейчас правильно сказали, просто кто-то любит говорить частные СМИ, государственные СМИ. Сейчас у нас такого подхода нету. Мы работаем со всеми организациями, со всеми людьми, кто профессионально этим занимается. И вот, допустим, из последних событий, да, вот в декабре прошли гранты главы, они вот распределяются только между частными СМИ, допустим. Да. Частные СМИ у нас ежегодно поддерживаются, и не только электронные СМИ. Да, вот, в декабре было поддержано 15 частных средств массовой информации. Это разные, 15 направлений было. Но они в основном, конечно, все электронные. Но идет также поддержка и печатных СМИ частных. Да. Вот мы, допустим, очень активно работаем с холдингом Сетим, это компания Крым, да, но это как бы частная. Просто всегда в этот день говорили всегда про государственные СМИ, да, мы сейчас такого разделения не делаем. Ну вот, да. То есть, работа идет, процесс идет, модернизация постоянно идет, обучение идет, у нас отличное обучение, и вот вы сам как закончивший ФЛФ, да, как бы там, журналистику, да. Мы также обучаем журналистов и в центре вузах, да. То есть комплексная работа полностью идет. Вот, а какие задачи стоят перед издательской и полиграфической индустрией? Все-таки изначально как бы первый из виновников торжества, да, это все-таки печать, да, печатное дело. Наша типография, республиканская типография, это самое старое предприятие промышленное Дальнего Востока. Ему 162 года. То есть говорить о том, что как бы Якутия это сырьевой субъект, да, нет. Вот, то есть у нас даже самое старое предприятие промышленное, это информационное, да, вот как я сказал, больше 160 лет. Мы провели уже второй год полностью перевооружение, поменено 18 станков. Существуют определенные циклы, когда оборудование нужно менять. В крайний раз оборудование менялось в 2008 году. То есть 14 лет прошло, мы почувствовали, что уже цикл заканчивается, уже появились новые технологии, более экономичные, более качественные. Да? Нас поддержало правительство, нас поддержало госсобрание. И мы смогли сейчас планово уже провести второй этап в этом году. Да? Закуплено, как я сказал, 18 видов оборудования. Вы, наверное, сами уже заметили, что качество печати очень сильно повысилось. Появились даже межрегиональные заказы, я бы так сказал. Да. В день поступает больше 10 заказов. Ну, то есть на печать книг уже, наверное, да? Уже, да. Сейчас в связи с появлением нового оборудования, качественно конкурентного, мирового, одно из лучших станков были куплены. Действительно, очень существенную роль начали книги получать, да. Заказ на книги, получается, получать. Так, получается, работа вот... Вот смотрите, да, у нас развитие печатных СМИ, получается, идет, да, идет модернизация оборудования. А что насчет развития электронных СМИ? Какая работа в этом направлении ведется? Вот вы правильно сказали. Есть отдельная категория, это электронные СМИ, которые регистрируются. Да? Вот термин СМИ это тот источник, который официально зарегистрирован в Роскомнадзоре. Да, тут как бы вот корректировка такая произошла. То есть не любой источник информации сейчас юридически назовешь СМИ. Вот как я сказал, идет поддержка всех видов собственности, да, в том числе вот и электронных. У нас практически сейчас зарегистрированных только около 100 электронных источников информации. В каждом улусе районе, я скажу, уже есть официально зарегистрированный сайт электронный. Сайт. Да. То есть работа идет у нас, и журналисты очень продвинутый народ, да. Даже вот очень много активных журналистов, которые являются фронтменами, даже являются блогерами в том числе, да, используют, и, как правило, даже те классические источники информации, как вот газеты, грубо говоря, да,
они тоже чувствуют, что должны меняться, и вот последние, скажем, лет 10 все получили электронную форму свою. Нужно признать, что есть люди, которые, вот, допустим, живут в Москве, да, они вот могут смотреть в электронном виде вот такие прекрасные источники информации, как вот Якутия-24, да, в приложениях, через IPTV, да, на видеохостингах, да, YouTube, да. Я знаю, допустим, у вас еще и в Телеграме, и во всех соцсетях у вас есть прямые эфиры. Так что такого сужения очень тонкого, что вот это только электронные СМИ, все-таки нет. Да? Можно работать на всех площадках одновременно. Вот с таким количеством электронных СМИ удастся ли сохранить объемы тиражей республиканских газет? Сейчас жизнь очень быстрая. Люди хотят получать информацию здесь и сейчас. А возможно, даже заранее до события. Да. Я сам такое люблю. Если вот вспоминать, вот мы же вспоминали события, которые были 300 лет назад, да, вот, допустим, в Якутии газеты начали выпускаться с 1892 года, да, тогда других видов информации не было. Вот мы только что упомянули, что больше, практически около 100 электронных есть у нас ресурсов. И человек, гражданин, житель Якутии, да, вообще житель всей планеты, он в любое время может, зайдя на какой-то источник электронной информации якутской, может получить объективную, достоверную информацию. Поэтому, развитие... То есть упор будет делаться на электронном СМИ, на электронных СМИ, скорее всего, сейчас да, в неделю выпускается 40 тысяч экземпляров печатных СМИ. Они будут печататься до того... То есть регулятором что является? Количество людей, которые согласны за это платить. То есть, смотрите, я бы даже по-другому сказал. Газета, можно сказать, это один из единственных источников, за которые люди платят. Да? То есть, если на сайт можно зайти бесплатно, посмотреть, да, телевизор в каком-то, при каких-то условиях тоже можно посмотреть бесплатно. Да? Хотя нужно, конечно, купить телевизор, да? Но люди именно за газеты платят. И пока они оплачивают эти услуги... Пока готовы платить, газеты будут Сейчас у нас, вот я повторюсь, 40 тысяч в неделю госизданий. Это только госиздания, есть еще частные газеты. Вообще, какие планы для дальнейшего развития якутских СМИ и печатной индустрии в целом? Мы продолжим модернизацию типографии, да, как нашей цитадели. Также активно идет строительство волоконных линий связи. Как показала практика, как только в населенный пункт заходит оптика, прямо там люди из интернета не вылазят. Не выходят, да. И люди сразу погружаются с головой вот в это информационное поле, открывают для себя много нового, да, потому что трафик уже, скорость каналов уже не ограничивает людей, и они сами становятся очень активными участниками. То есть количество людей увеличивается, которым этот праздник, потому что есть вот даже очень много блогеров региональных. Я бы даже больше сказал, большинство известных источников информации, да, те же условно там, я не знаю, да, в соцсети скажу, да, название бы не хотел слишком много часто говорить, да, тем более зарубежных. Это все жители районов, да. Вот, допустим, Панда Саха. Вот Клевая рыбалка. Да? Мы знаем все эти каналы, мы их смотрим, конечно. Вот люди там практически с миллиардными просмотрами, и эти люди двигают вот информацию уже не только для якутян, да, а популяризируют Якутию уже и во всем мире. За ее пределами. Да, за ее пределами. Поэтому планов очень много. Якутская журналистика, я, как говорится, от сердца скажу, да, это может быть даже одно из передовых сообществ. Как минимум в России. Как минимум в России. Как минимум в России, да. На этой мысли предлагаю закончить наш разговор. Георгий Петрович, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Еще раз поздравляем вас с праздником, с Днем российской печати, можно сказать, наверное, и с Днем СМИ уже смело, да? И желаем дальнейших успехов в работе, на развитие всех нас, нашей журналистики и наших средств массовой информации. Да. Я хочу отдельно поздравить ветеранов отрасли, это самое главное, да, потому что они наша основа, наш фундамент. И поздравить всех
участников информационного сообщества, желаю талантов, да, внутреннего воодушевления и любви к профессии. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.